Как оказать первую помощь? Что делать, если попал в беду? Место, которое мы посетим, объяснит нам все правила безопасности и расскажет ребятам, как выжить, если попал в экстренную ситуацию. Здесь собрались ребята с разных подростковых клубов, такие как клуб «Вираж», «Факел», «Орленок», «Северный», «Рекорд», «Виктория», «Радуга», «Умелые руки». Всего участвует около 80 человек. Ребятам выдается маршрутный лист, по которому они следуют на разные станции. Их всего 8, и в каждой из них нужно проявить смекалку и оперативную работу. Илья, расскажи про полосу препятствий. Полоса препятствий очень сложная. Здесь мы испытываем свои навыки выживания, и это мероприятие называется «Спаси себя сам» не просто так. Настоящий спасатель должен уметь спасать не только свою жизнь, но и других. Расскажи, какие задания самые сложные? Самое сложное задание было, когда мы переносили из рубашек, делали носилку и переносили человека. Я никогда этого не умела, сейчас научился этому навыку. Такой навык бесспорно может пригодиться в экстренной ситуации или в лесу. Построить убежище, транспортировать пострадавшего, понять азбуку Морзе и применить обычные вещи в необычном формате. Какие действия нужно совершать во время крупной аварии? Также ребятам предстоит определить расстояние до предмета. С точки А пройти маршрут до точки Б. Кстати, вы знали, что костры бывают разные, и каждый из видов на особый случай? Нет? А вот Женя знает о них все. Женя, расскажи про точки маршрутного листа. Все связаны с темой всего мероприятия, и их крайне интересно проходить. Мы сейчас с командой были на одной из точек, где мы собирали, как правильно действовать в такой-то ситуации. И это крайне интересно, потому что там, например, первое – это не паниковать, найти правильный путь действий и помочь пострадавшим, и все в этом роде. Какие из навыков тебе пригодятся в реальной жизни? Я думаю, что самым главным навыком, который я сегодня получил, является умение разжигать костер, точнее, способы, как его разжигать и как его расставлять. Это было крайне занимательно. Как вы думаете, как можно позвать на помощь? По старым сказкам и легендам, если вы заблудились, нужно кричать «Ау!». Но на деле в пункте сигнала бедствия объяснили нам, как правильно звать на помощь, если вы не можете найти дорогу. Когда время на задание заканчивается, звучит сирена. Ребятам за 10 секунд нужно добраться до другого пункта. В конце ребята ожидают грамоты за победу в этом непростом мероприятии «Полигон». Мы поздравляем с победой ребят из клубов «Вираж», «Орленок» и «Виктория». Безопасность – это главный навык, который должен быть у каждого из нас, ведь он защищает и помогает нам. Лейла Хамидульна, Ильнар Бибов, специально для Горы новостей.